Сегодня жители селения Бурон получили новые квартиры. Из аварийного фонда переселили 23 семьи. В торжественной обстановке ключи вручил глава Алагирского района Руслан Хадарцев. В общем, в Алагирском районе это уже второй и последний объект, который сдан в эксплуатацию точно в срок. Для семьи Кугаевых это настоящее счастье. Ведь Новый год и новоселье они теперь встретят в трехкомнатной квартире. Сюда осталось только перевезти мебель. Старому дому, в котором жила семья, более полувека. Находиться там было уже невозможно. Санузел и душевая оставляют желать лучшего. Дома построены в 50-х годах, в начале 50-х годов, и пришли в ветхое состояние. И люди жили в таких условиях. Стены отсырели, а деревянные потолки вовсе провисли. Кухня, вот в нашем доме, кухни где-то вот такие. Здесь кухня побольше намного. В этом году в Алагирском районе под расселение попали 40 семей. По государственной программе всех жителей аварийных домов республики нужно переселить до 1 сентября 2017 года. До конца этого года предстоит сдать в эксплуатацию 3 дома – в Ордоне, Моздоке и Владикавказе. Это по программе уже у нас сейчас идет работы, ведутся по реализации по второму этапу по программе 2014-2015 года. Уже это Вельхотово дом, уже 3 этажа уже построены, в Беслане 3 этажа построены, в городе Владикавказе мы сейчас на фундаменте работаем, и в городе Моздоке тоже мы строим 42-квартирный дом. По этапу мы одни из первых в России защитили заявку по этапу 15-16 года. Там будет участвовать тоже город Владикавказ, будет участвовать в программе, город Моздок будет участвовать, и пригородный район, и правобережный район. Подвесные потолки, на полу ламинат, индивидуальные котлы в каждой квартире. Здесь также обустроена дворовая площадка. На возведение одного дома потратили 28 миллионов рублей. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.